и говорю, что нет никаких сокровищ и быть не может. А я уже снимаю. В общем, мы тут подводку думала. Я иду искать сокровища. А я говорю, что никаких сокровищ здесь быть не может. Да, вот это плечо говорит, что сокровищ быть не может. Поэтому мы надели маски, чтобы, если что, нас не опознали. И на самом деле масочный режим еще действует. Итак, мы находимся где? В сквере учителя мы находимся. И у нас вот разговор про сокровища начался с Этого места. Ну, с этого места, да. Почему? Потому что где еще взять сокровища в наше время, как не выкопать их из земли, не найти клад. Тоже верно. Так как здесь в сквере учителя вот, в 17-18 году в связи со строительством вот всего этого проводились археологические раскопки, да, то... Что-то обнаружили? Ну вот тут мы, кстати, вот подходим к этой вот интересной теме, да. Что такое клад вот в том понятии, в котором... Сокровища, закапанные в землю. Вот, сокровище. Что такое сокровище? Ценные предметы. Ценные предметы для меня, как обывателя, не в плане, или для археолога. не с точки зрения культуры и исторического наследия, а в плане финансовой ценности для меня. Ну вот, давай судить так. Мы сейчас находимся в сквере учителя. Это сейчас практически центр города Якутска. А еще лет 100, а то и 200 назад, да, ну, фактически это и был тоже центр, потому что вот эта южная часть города, да, заложенный район, там был Иркутский тракт, в общем, туда шел вперед. И, соответственно, здесь были дома, хозяйства и так далее, да. Зачем тут закапывать клад? Ну, смотри, я, например, живу в доме, вот дома стоят же на том берегу. Закопала в подполье, там горшочек спрятала с монетками, что нет-то? Ну вот про поиск кладов мы говорим. Самая такая первая мысль, которая кладоискателя... Как вообще клады искать? Как вообще клады ищут? По карте. По карте, обязательно. Ну, клады надо искать там, где клад может быть вообще, да, то есть там, где люди жили когда-то. Ну, смотри, ты какую карту используешь? Вот я, например, как-то, когда делала видео про город, я нашла сайт хороший, где были старые карты. Но там карты были, вот, допустим, города Якутска, там карты были буквально всего 3 периодов. Что 17 век, 1800 какой-то, Ну, так и есть. и 50-е годы. Они всё. же как раз по периодам картографируются, там указ выходит, Ну делается. вот, да, какие карты люди используют для поиска кладов? Там 18 века, 19 века. Надо использовать все доступные источники вообще. То есть и старинные карты, и аэрофотосъемку современную и так далее. Потому что, ну, именно в Подними динамике... камеру, тебя не видно. Именно в динамике, да, и можно заметить какие-то вещи, которых, ну, так вот на поле глазом заметить нельзя. Вот смотри, я взяла карту, посмотрела, что, допустим, там в 18 веке в этом районе был центр города, жили купцы, там торговые дома и так далее. То есть я иду туда копать. И вот тут ты сталкиваешься с тем, что ты сразу нарушаешь Законодательство. законодательство, да, потому что не копать в городе нельзя, а нельзя нарушать культурный слой. Клад можно искать на распаханном поле, потому что там нет культурного слоя. Клад можно искать там, где люди никогда не жили, но, соответственно... 90% вообще всего, что можно найти в земле, да, вот клад, скажем так, он не специально туда помещен, а выброшен, грубо говоря, да. Почему мы, например, про средневековые, раннесредневековые доспехи хорошо знаем? Потому что у нас есть так называемые панцири из Висби. Была битва при Висби, народу покрошили там много, да, и, как сказать, захоронили мертвецов сразу же на поле боя, и с той, и с другой стороны. И тех, которые панцири, мечи и прочие были вообще никак невозможно восстановить, их захоронили вместе с мертвецами. Вот в наше время археологи их нашли, и по ним, вот по этим вот обрывкам, осколкам, обломкам, мы знаем, как вот эти доспехи выглядели, да? А
таким образом вообще вот 90%, а то и 95% всего, что можно найти в Земле, так называемый клад для нас современных, это, скорее всего, либо что-то выбросили, либо что-то потеряли. Если оформлен дальневосточный гектар, какова вероятность, что я найду что-нибудь на территории нашей республики? Где нужно брать гектар, чтобы найти что-то? Для интереса я вот как раз не так давно вот В Южной Якутии, куда мне? на схожую тему смотрел название, старое название улицы Якутска. Да? И вот Комары Иркутский тракт, кусают. где начинался Иркутский тракт? У одного человека написано, что он начинался по улице Дежнева, а у другого написано, что он по параллельной улице начинался, да? В общем, это к чему говорю, да? Если люди, которые сведущие в истории, хорошо сведущие, не могут точно сказать Где какая улица, да, о пролегает? событиях 200-300-летней давности, то что ты говоришь про дальневосточный гектар? Там может быть 1000 лет назад что-то происходило, и ты это что-то найдешь. Как Шлиман Трою нашел? Там ничего не было, он покопал, пожалуйста, целый город. Как мудрый я говорил, антициклон сдуло ветром южнее. Насчет драгоценностей, вот, так, ты их не найдешь. Ну, я не знаю, по крайней мере, карт с сокровищ бывают только в мультиках про пиратов, наверное. А из того, что можно найти мелкие монеты, не крупные, потому что крупные обычно, если потерял, найдешь. Но мелкие монеты, видишь, они ведь тоже не особо ценятся. Ну, найду я там Да. конца 19 века монетку. Я уже продам ее за сколько? За 50 рублей? Только это найти можно. Пуговицы, конскую, всякую, вот эти бляшки и так далее, да. Мелкие скобяные изделия и тому подобное. Значки можно найти в основном советские. Ну, хорошо, если я их найду, их у меня примут в музей? Потому что, мне кажется, там такого добра уже очень много. Ну да, такого добра очень много в музеях. Они скажут, храните у себя в частной коллекции. Да, вот это то, что вот это подножное, то, что можно найти, оно только в свой музей, да, в свою коллекцию. Но с другой стороны, почему бы и нет, иногда в музей принимают интересные вещи, потому что, к примеру, разновидности разных пуговиц или монет, они тоже встречаются, причем и в ходовых, да. Я думаю, такое будет интересно музейным работникам. Вот так Мы вот. идем к южным воротам в Якутск, Ура. к собору, Богородицкому собору. Let's go. Вот мы сейчас стоим на самой границе Заложного района, да? Вот. Как его у нас любят называть, залог. Но это совершенно неправильно. Потому что... Сейчас еще будут писать в комментариях не заложный, а заложенный. Да. Ну вот именно правильно, что заложный, потому что за логом он находится. Лог — это, знаешь, нынешнее современное озеро Теплое. Раньше, лет 100 назад, было просто оврагом, который в половодье заливался водой. Но вообще лог — это и есть овраг, который заливается водой, то есть не постоянно вода в нем стоит, а потом его расширили, отгородили, и получилось озеро, короче, на постоянно. Вот. А район так и остался заложным. То есть... Но все говорят залог. Вот и это неправильно, потому что... Ударение не туда. Как вот говорят, заречный район, так и заложный район, то есть за логом. И мы идем в залог. И мы в городе. Ищем пешеходный переход. И наконец-то мы дошли. Богородицкая церковь, одно из старейших зданий в городе Якутске. Но оно, Правда, по-моему, не сохранилось, его восстанавливали, да? от него центральная часть, вот примерно так же, как от кафедрального собора на Каландарашвили, то есть оставалась центральная часть, она долго-долго стояла, никому не нужная, а потом ее, к счастью, достроили. Но я надеюсь, и кафедральный собор тоже достроят. Ну, клад там найдем с неба, который упадет, золото. Шикарно. Найдем? Его нужно, вот тут еще вот такой вопрос. Найти клад одно, а вот нужно ли его найти, это другой вопрос вообще.
Вот Нет, нашла подожди, ты не свой нужно его афишировать, горшок наверное. с этим золотом. Что ты с ним будешь делать? Ты его все равно должна сдать государству. И получить сколько? 75 или 25? 25. 25. Да. Не проще ли продать коллекционеру? Так вот тут, кстати, насчет продажи коллекционерам вообще есть интересная вещь. Вот если посмотреть, вот есть такая, ходит иногда в WhatsApp и прочей байкой. Найди там 2 рубля выпуска, ну, 2001 года, насколько я помню, да, за эту монету там дают 30 тысяч рублей. Нет, это бред. Это не бред, потому что реально такие монеты, там их считанный десяток выпущено по ошибке, да, и мол, где некий, ну, она, такая монета оценивается в такую сумму. Но ты найди покупателя. Вот. Одно дело, когда вещь какая-то оценивается в какую-то сумму, другое дело ее реально продать, да. И, как правило, вот, когда говорят про коллекционеров, да, люди, ну, коллекционеры, это люди увлеченные, да, это не самые богатые. Вот среди твоих знакомых коллекционеров есть миллионеры. Как ты говоришь, я не имею права говорить. Вот. Но я вот имею право говорить, нет таких людей среди моих знакомых, честное слово, да. И надеяться на то, что найдешь вещь, которую ты продашь, она тебе на всю жизнь там обеспечит. Бессмысленно. Это бессмысленно. Не бывает такого. А вот отдать в музей, например, если эта вещь действительно редкая, да, по крайней мере подойти в музей и поговорить насчет того, им представляет ли она какую-то ценность, это как минимум правильно. И, по крайней мере, ты услышишь историю. А вот это самое интересное, это истории, которые связаны с вещами, а не сами вещи. Что, про коня рассказывают дальше? Что? Что-то всем вместе. Вот тебе лишь бы семки пожать, вместо того, чтобы рассказать историю района. Надо сказать о том, что мы прошли наконец весь заложенный район. Давай я так вот стану, тут против солнца тебя не видно, да. До этого мы были с той стороны лога, ну теперь уже теплого озера, вернее, если быть точным. А сейчас с другой стороны. Все. Здесь район старинной застройки заканчивается и начинается за спиной у нас, получается, район Гемиина. Ну, там Туда вот дальше, да. Ипподром, Гемиин и так далее. Это уже совсем современные районы. Это совсем другая история. Да, совсем другая история.